Игра «Что, где, когда» в последние годы набирает популярность в Абхазии. Она пока проводится лишь в спортивной форме, но от этого интерес к ней не меркнет. Как раз наоборот. Идея проведения интеллектуальных соревнований принадлежит молодежному клубу «Дюна» Сухумского дома юношества. Да, мы хотим, чтобы в эти интеллектуальные игры играли все молодые, и не только молодые. Мы очень хотим сделать так, чтобы люди поняли, что есть радость. Радость от того, что есть логика, царствует и торжествует логика, что есть разум. И мы хотим, чтобы вот знание, да, престиж знания, престиж интеллекта, вот действительно здесь получил должное значение в Абхазии. «Что, где, когда» – уникальный командный вид спорта. В основе игры лежит необходимость коллективного решения творческой задачи за ограниченное время. Цель – повышение уровня знаний учащихся по всем предметам, развитие слухового и зрительного восприятия, формирование чувства товарищества, ответственности и умения работать в коллективе. Хочется отметить, что среди этих 5 команд есть и школьная команда. И это радует, потому что, в принципе, вопросы нелегкие, но, тем не менее, они тянут этот уровень. Я вообще считаю, что с каждым годом уровень команд растет. Может быть, это сказываются тренировки. Каждая команда, в общем-то, уделяет время для своих тренировок. Ну, может быть, опыт тоже имеет значение. В спортивную игру «Что, где, когда», в отличие от телевизионной версии, может играть любое число команд. В этом сезоне приняли участие всего лишь 9. Из них 5 местные. Все они являются победителями открытого чемпионата Абхазии по интеллектуальным играм среди молодежи. Игра собрала умников и умниц со всех уголков не только нашей страны. 3 команды впервые гостили в нашей республике, 2 из которых прибыли из Владикавказа, 1 команда из Краснодара. Цель одна – победа. За другой целью, думаю, ни одна из других команд сюда не пришла. Все мы играем, все мы должны победить. Почти все участники игры – студенты. Команда «Первый легион» единственная, которая состоит из школьников. В ее составе ученики старших классов нескольких среднеобразовательных учреждений Сухума. Самое главное то, что в этих играх мы узнаем много нового о себе, не только о себе. И один из, возможно, самых главных постулатов – мы здесь приобретаем очень много новых друзей. Вот, узнаем свои слабости, в какой области мы сильны, в какой слабы. И, конечно же, мы надеемся на себя. И еще раз спасибо всем, кто организовал этот конкурс. Тематика задаваемых вопросов была весьма обширна. По мнению их автора, они сложны, но соответствуют всем международным стандартам. Вопросы достаточно сложные, но абхазские команды должны понять, что если они хотят что-то добиться, они должны уже играть на те вопросы, на которых играет весь мир. Может, они покажутся им сложными, но, надеюсь, они все-таки справятся с ними. А тематика какая? Любая. У нас нету никакой тематики, вопросы могут быть от шахмат до звездолетов, все что угодно. Все команды одновременно слушали вопрос, обсуждали его в течение минуты, после чего они передавались в коллегию магистров. Ответы оценивались компетентным жюри, судейство было абсолютно объективным. После 2 дней игр и проведения турниров «Что, где, когда», «Своя игра» и «Брейн-ринг» определились и победители. На Брейн-ринге за призовое место игроки боролись до последнего, но абхазским командам не удалось в ответах опередить соперников. Первое место в турнире «Что, где, когда» заняла команда из Краснодара. А в Брейн-ринге призовое место выиграли гости из Владикавказа. В своей игре первым стал Дмитрий Кутюлян. Победителям и всем участникам игр были вручены подарки. Спонсор чемпионата сотовая компания «Агвафон» для самой молодой команды подготовила персональные призы. Судьи соревнований отметили, что в интеллектуальном воспитании подрастающей молодежи роль подобных игр трудно переоценить. Это очень важно. Это отвлекает молодежь, кстати сказать, с точки зрения старших и от всякой другой уличной деятельности. А интеллектуальные игры – это очень престижно. И не случайно вот у нас здесь 9 команд принимает участие благодаря организаторам. Игра стала очень популярной. И я хочу всех вас поблагодарить, пожелать вам дальнейших успехов. Для участников игры самое главное не чемпионский титул, а расширение кругозора и приобретение новых друзей. Победила дружба, сказали они, фотографируясь на память. Элана Ласурия, Астамур Гожба, Акоп Кущан, Абхазское телевидение.